Ян Кабриль сказав, що у письменнику завжди живе дитя. В принципе, мы уже и пришли до этого питания. Что значит живет дитя? Открытость души, ранимость. То есть это может быть радостность, непосредственность, без чего не отбывается творение. Но я еще разом с тем вертаюся до питання относно стилю. Чому? Тому що, шановні колеги, я сказала, що ви студентом, я не дозволена консультації з перших занятків, ви заходили на доказаний портал і бачили, що ми говоримо самостійна праця номер 2 Снежинська, якраз і присвячена гэтаму. Стиль мистецтва твора, стиль творці. І я вам пропонувала познайомитися обов'язково з сайтом Святочної Богородицы, обрать, зробить литературознавчий анализ своего образа, то есть его на выбор, поэта-творца. И тому не важно, для творца это важно, это не важно. Это поэт, який дає право авангардному, модерному, класичному, традиційному, новаторському, традиційному новаторському, де зрештою мільйонне новаторство без традиції практично і не відбувається. Это ответ. И разом с тем я хотела не заперечить Сергею Владимировну как деликатно, это все, но мне это удается. Я не веду, если понимают мне коллеги. Я все-таки правильно устарели, кто-то пишет, отдавать перевагу, припрямлюватися певної ритму, некого поміру. Ну, не з установкою буду писати ямку, це організовано. Це все ж таки писати, як дихати. Що приходиться одразу писати. Це все ж таки є поняття грамотності письма, придання неких формул. Я хотела послушать сюжет как раз Дмитрия Николаевича. Это требует еще со времен Аристотеля, искусства поэзии, со времен Буало, все эти трактаты, которые нас наставляют на путь истины, да, по направлению от творчества к искусству. И поэтому я думаю, что стиль, конечно, можно поставить в главу угла при характеристике творчества того или иного автора. Вот. Ну, я скажу о своем стиле. Мой стиль — это такая вот, может быть, даже перенасыщенность, максимальная насыщенность метафорами, вот такая густая образность. Есть такое понятие в филологии, как темный стиль. Вот я характеризую свой стиль как темный стиль. Он не потому, что он мрачный, сумрачный какой-то, темный, или, так сказать, стихи для чтения в темное время суток. Вовсе нет. А для того, чтобы он характеризует вот это понятие, темный стиль, характеризует ну, такую непростую доступность, степень доступности, весьма небольшую, с первого раза, чтобы действительно полностью воспринять, прочувствовать, осознать некоторые произведения, одного прочтения их недостаточно. Вот это я могу сказать о своем стиле. Вот. И это становится неоднократно предметом критических замечаний в адрес моего творчества. Но, тем не менее, я дорожу этим стилем. Вот для меня мой стиль — это моя духовная ценность. Вот. Это мое лицо, мое узнаваемое лицо. Да, может быть, некоторые мои произведения звучат мрачновато, некоторые звучат чересчур драматично, чересчур пафосно, но на их фоне поэзия моих коллег звучит еще более жизнерадостно, ярко и мажорно. И это еще раз укрепляет мою уверенность в том, что я на верном пути. Я выбрал для себя свою нишу вот в этом богатейшем, безбрежном пространстве искусства. Я хочу добавить, оправдаться, наверное, не все поняли. Я не имела в виду
что если там одно стихотворение ямбом, второе кореем, что там должен быть полный разброд, Бог знает что, и ни рифмы, и ни размера, ничего. Нет, это уже не стихи, это уже, извините, бардак. Это уже нельзя показывать людям и читать тем более. Но я имела в виду, что все это идет от души. Я, например, вот по сравнению с Дмитрием Николаевичем, я, естественно, на его фоне я лирик. У меня лирические такие, жизнерадостные, что ли, добрые. Не все, конечно, жизнерадостные, но все-таки добрые стихи. И я таким стилем, как он пишет, даже если бы я из кожи лезла, я ни за что не напишу. Я другая. Но для женщины это нормально, более лирическая такая тема, что ли, нутро лирическая, интонация, да. Поэтому, но я за то, чтобы это было все в пределах правил, норм, чтобы не было где-то там торчит, где-то там гумбяска. Давайте я, чтобы вас немножечко развлечь, а вы посмотрите, есть у меня рифмы, есть у меня, чтобы я не голословно отвлеку вас на тему, вы все молодые, и поэтому я хочу вам прочитать про любовь. Это для вас на ваш сегодняшний день самая легкая, самая осязаемая тема. А почему именно это стихотворение «У меня много любви»? Я живу возле стадиона в частном районе, и мы живем там частные дома, дворики, естественно, заборы, калиточки. Вот почему я объясняю, вы сейчас поймете. Иду уставшая домой осенним вечером с работы, дождь, дождливо, холодно, Бог мой, очень грустно чего-то. Вдруг вижу, кто-то написал признание прямо на калитке. Хоть имени не указал, но вывел будто на открытке. Читаю. «Я тебя люблю» и восклицательные знаки. Прохожих хитрый взгляд ловлю, гадаю, что все это значит. Застенчив, видно, паренек, раз так решил в любви признаться. При встрече рассказать не смог, пришлось заочно объясняться. Прочла еще раз, а потом пошла легко, свободно, прямо, и улыбался старый дом. От счастья клен смеялся пьяным. Плясали чертики в глазах у всех, кто видел надпись эту. Ведь греет душу всякий раз любовь своим волшебным светом. Я такая, я песенничаю, песен хочу. Плохо капусты, плохо не Ну, я думаю, что недоступность, про это говорит Дмитрий Николаевич, это достаточно выигрышная якость как самого авангардного поэта, или что прочитая, и дотронуться до манеры письма Дмитрия Николаевича, треба почуть, як він ще читає, та почуть, як він пише. Конечно, наперед, я думаю, что принесли много книг, ну а зараз мы слушаем меня. Значит, когда у меня появились внуки, я стал писать стихи для детей. Для детей. Но я вам скажу, что поэзия, она пускается через душу, наверное, через голову. Вот. Женские стихи, на мой взгляд, они больше пускаются через душу. Мои стихи, может быть, достаточно в том, что я где-то больше через голову. Поэтому мои детские стихи получаются несколько, так, как я именно говорю, что это мои стихи детские для взрослых. Почему? Я сейчас прочитаю, и вы попробуйте, наверное, поймете. У меня красивый папа, мама деловая, мне в сестричку или брата, мама не желает. Папа любит дом и кухню, никогда не злится. Мама дверь краса губит и в свой офис мчится. Папа вкусно пахнет тестом, молоком и летом. Мама папа кожей кресло, дымом сигареты. Папа мне распустит косы, добрых слов желает. Мама важные вопросы допоздна решает. Липнет в глазком тяжко, сон вошел в ресницы. Папа, мама на коне из шашки стережет границу. Не совсем детские
чем, лихорадить всю начало, шел младший трясет, наша Таня в раздевалке ищет шубу, не найдет. Ах, чтоб шубка и батишка, это было бы не то. Тут же пакостный воришка, слез песцовое манто, пьет директор валерьянку, телефонный был звонок. Не умется плач, пацан, ты так и знай, получишь срок. Окружил голубокровку, работу учителей, ох и ах, взрос кладовки, мол, сторож Дед Матвей. Таня, девочка, не плачь, папка твой, банкир, богач, помнится. 1000, так 100 купит новое манто. Наша Таня уж не плачет, мысль, как детки стал маячить, образ свой для кинодра, Шубиновкова, мадам. Все-таки, значит, вообще стихи рождаются по большей части спонтанно. Да? Человек что-то почувствовал, увидел, и у него вдруг вспыхивает какое-то чувство, которое тоже выражается или не сразу, или тут же выражается в некую форму, стихотворную или еще как-то. Но, тем не менее, все писали, и известные тоже Пушкин, стихи под заказ, да, когда идет человек кому-то на день рождения или там, в гости, и он вынужден садиться и писать этого человека стихи. Вот. Так и у меня иногда бывает, душа пуста, значит, ничего я не чувствую. Вот в голове также ничего, нету. Но сам себе задаю задачу, чтобы ставлю. Так, сегодня буду писать стихотворение, давно не писал, буду писать. Сижу на кухне, беру перед собой нож, про ножку буду писать. И вот, значит, что у меня получилось в результате. Полон злобного искуса, блеск железного клыка, сладострастия укуса, пасть хищные зверька. Из семейства сабли острый, могучего меча, нож стал кровожадный монстр, бессердечный лоща. Кто еще с беззвучным смехом может так легко начать с одинаковым успехом хлеб делить и убивать? Я беру нож, режу сальце, стали и дико сну, из порезанного пальца теплой кровью так. Бывают так вот, значит, такие стихи, которые в душе рождаются чувства, и вот такие стихи у меня листва называется «Створение». Лузгу роняют почки, иду, грустит их прах, на веточках листочки, как дети на руках. Зеленые початки, незрелые сморчки, глядят на мир украдкой, зеленые зрачки. Закрыт почти стыдливо, как дева на виду, они такое диво, весна в моем саду. Я их коснусь тихонько, губам прижму едва, и вдруг шепну тихонько, с рождением листва. А я в большей мере, в некоторой мере все-таки фаталист. Считаю, что, наверное, основные события и то, что с нами происходит, все-таки заранее предопределено. Или это свыше давно, или это цепочка каких-то предыдущих событий, которые мы уходят где-то далеко, даже до наших предков. Вот. Поэтому у меня есть одно створение, которое называется «Вечные сны». Понять и разгадать то, что с нами происходит, это нам не дано. И иногда мы свои будущее видим во сне, просыпаемся. А что оно значит? Нам какая-то подсказка была во сне, но, увы, не каждому дано разгадать. Называется «Вечные сны». Мне все предвещалось, большое и малое, печаль и забавы, нектар и трав. Мне сны говорили, видение сплетая, найду ли что-то или его потеряю. Мне все предвещало запутанных действий, добра и злодейства. Но сны обрывались, и логика ночи смешала днем очи. Я хотела как раз сказать, что поэтичная философия Анатолия Владимировича на встрече загадковая, ну, то есть таким невозвестным, не готова, а здесь помню, что его 31, да?
что с нами происходит и чего не произошло, наверное, все-таки не стоит. Видимо, это все дается или не дается нам что-то по спасению нашей души. Вот такой вопрос стихотворения читает. И вода, как-то в речке вода, неподвижна, и каменная станет. Отчего же грустишь, когда страсть в душе, в груди холодеет и вянет, участь даже нетленной звезды, влится капелькой в дождь звездопада, а оплакивать страсти цветы из вербалия чувств не надо. Можно вопрос? Да. Вот вы говорили, что у вас есть писатель, который издал 10 сборников, и он не считает себя поэтом. Мне интересно, вы считаете себя творческой личностью или это просто креативность? Как бы вот вы уже известные писатели, у вас есть сборники свои изданные, и это интересно, они очень глубокие. Мне просто интересно, вот лично вы сами себя считаете творческой личностью или это просто креативность? Вот себя, своей творчеством, вот своего того, что вы пишете, и как бы вот каждому. Ну, давайте я раз поговорим. Вот. Ну да, я считаю, что все-таки себя творческой личностью. У нас, значит, не считаю выдающейся личностью. Да, вот. Но тем не менее, потому что творчество, как я уже говорил, это некий способ моего бытия, моего самовыражения. Поэтому я не могу, собственно, с этого так. Сегодня либо я пишу стихи, либо прозу, либо пою, либо еще там созидаю что-то в виде скульптур. Поэтому это мое, я вот такой есть. Как я говорю, это может быть, я не Микеланджело, я там сегодня не Пушкин, вот, это я реально понимаю. Но тем не менее, есть какой есть. Поэтому так, будьте добры, воспринимать меня таким, какой я есть. Совершенное ожидание познать неспознанное. Ну, я тоже, наверное, не скромная буду, я тоже себя считаю творческой личностью. Во-первых, кроме того, что я пишу стихи, я заканчивала наш колледж искусств, я хоровик-дирижер. Я пою и сочиняю тоже музыку, пишу музыку. Правда, я это не афиширую, вот Анатолий, он свои песни. Поэтому у меня был такой случай, я заканчивала последний курс института Минского, и на завтра надо было выдавать дипломы, и пришла зам декана и говорит: девочки, библиотекари, от вас, пожалуйста, номер, и все: Людочка, ты пишешь стихи, ну напиши какие-нибудь верши. Я говорю: девчата, ну нам выдают дипломы не каждый день, ну как это верши? Несерьезно, я напишу песню. Я за ночь написала студенческую песню, свои слова, свою музыку. И потом, к сожалению, мне пришлось одной собой петь, потому что, когда начали вызывать, мы договаривались, что мы придем группой и споем эту песню, и раздалось слова, все. Но потом все, знаете как, глазки вниз, вызывают нашу группу, все сидят, никто не поднимается. И мне конкретно сказали: Людмила Шевченко, пожалуйста, на сцену. Мне пришлось на ходу петь свою песню. То есть я написала мелодию, написала стихи, и, в общем-то, и неплохо спела. Я тоже считаю, что это, ну, чего-то достоит. Вот. Ну, может, не скромно, но как бы. А Анатолий вообще, он и рисует прекрасно, и поет, и музицирует, и пишет эту. Тут уже и вопросов нет. Я думала, это к нему вопрос, что касается. Творчая особа завжди створяє свій самодостатковий світ, опознаваемый со своей отметностью, но это свой особистый, за яким он стержается, зрозумело и самовосстанавливается. Я считаю себя человеком в поиске и надеюсь, что результаты моего поиска делают мир богаче. Окружающий наш мир делают богаче и еще более разнообразным. Продолжая мысль о том, что чем больше я занимаюсь литературой, тем больше мне кажется, что
Дело вообще не в искусстве. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не навязываю вам свою точку зрения, она весьма субъективна, но мне кажется, что вот этот творческий поиск, связанный с образами, там, с какими-то высотами, которые ты достигаешь на этом пути, с какой-то трансформацией твоей личности, все это путь одного человека навстречу другому человеку. Вот. И насколько он результативен, насколько он пройден достойно и пройден с какими-то результатами, вот в этом и заключается, на мой взгляд, суть творческого человека, его предназначение. Творчество – это поиск родственной души. Это поиск не только каких-то оптимальных решений в эстетике, да, искусства, а творческий поиск – это, безусловно, поиск человека. Если угодно, это поиск творцом самого себя. Я бы так ответил на этот вопрос. Еще есть питание? Давайте. Ну, я хотела сказать, что любое творчество действительно все равно нужна форма, нужна скрытность, традиции, какие-то нормы. А не считайте ли, что это все может ограничить творчество и мешать его развитию? И я имею в виду не только то, что вы сказали про размер, ритму, а про, допустим, некоторые темы, которые, просто табуированы, за которые нельзя понимать творчество. Не считайте ли, что это все может ограничить творчество и не дает прерыва какого-то? Вы имеете в виду группу Ленинград? Нет, я имею в виду вообще в целом любое творчество. Это вот сохранение, попытка к норме войти, это не имеет творчество развиваться. Мы пытаемся вносить его в норму, а не наоборот. Как хороший студент есть вот две такие позиции очень важные в теории искусства. Это правило, а есть норма. Да? Вот человек заговорил о очень важных вещах, о нормах. Безусловно, все искусство – это лицо человечества, да, во времени, вот в таком пространстве временном. И мне кажется, что главное не причинить боль. Главная задача человека, который выбрал для себя по жизни вот занятие искусством, это не сделать мир хуже, не сделать его беднее, не нанести ему какой-то урон, действительно. Вот в этом норма. А если ты как бы вот соприкасаешься с творчеством, да, какой-то творческой единицей, будь то там рок-группа, или книгу какую-то ты прочел, вот она у всех на устах, они говорят, но при ближайшем знакомстве фактически читать там нечего, по большому счету. Ну вот это, знаете, есть вот в литературе присуща иерархичность, да, есть иерархия. Вот, классика, потом более низкие какие-то направления, да, разделы. И чем ниже мы приближаемся, там вот мы видим, что вот эта нормативность все больше нарушается. Ты прочитал, больше эта книга ничего не дала в душе твоей, ничего не оставила. Вот если мы допустим, что нормой станет именно это, стремление выйти, снять штаны, выйти без штанов на сцену, да, вот, и, так сказать, блеснуть совсем не своим талантом, не эстетикой, а чем-то другим, вот здесь уже мы отойдем от нормы, мы просто все то, что все эти тысячелетия формирования вот этого мира искусства, мы просто поставим вне закона. Тем самым скомпрометируем и себя как потребителя, вот, и скомпрометируем
вообще весь мир искусства, если мы в качестве нормы представим то, что вообще очень сложно было. Очень сложно. Да, когда-то вот я еще застал такие времена, когда выйти в свет, появиться в общественном месте в порванной одежде Было неприлично. было неприлично. Нормой это не было нормой. Появиться на людях в рваных брюках. А сейчас модно, с рваными коленками. Вот это вам и ответ на вопрос о норме. То, что было нормой 40 лет назад, немножко получает какое-то преломление со временем. А будет ли это норма еще через 40 лет? Поживем и видим. Коли мы говорим про норму литературы, мы обязательно подразумеваем, что норма – это канон и шаблон. А норма, мы маю на увазі, это певний формат. Это надо идея, цена, материал. У меня еще такой вопрос есть. Вот, творчество, искусство в любом случае, это оружие, оно влияет на людей, его можно направлять на что-то, можно его что-то вливать. Вот, каким образом, вы все на что это направляете, каким образом вы используете? Конечно. Вообще, все, что написано, оно чему-то учит. Желательно, чтобы все наши произведения, там, стихи, допустим, или проза, они учили человека доброте, позитивному чему-то, ну, не для построения, что мы пишем. Вот, например, у меня есть стихотворение «Детский дом». Понимаете, вот я прочитаю, вы поймете, учат или не учат, как вы называете. Важно быть спрашивателем. Учиться это не значит спрашивать. Да. Вот смотрите, войны давно нет, правда? Все семьи, мамы, папы и так далее, и все. Как бы люди живут более-менее нормально. Но детские дома, в каждом городе есть детский дом. И, к сожалению, они переполнены. И вот мое стихотворение я прочитаю, наверное, кто-то, кто услышит, вот задумается, почему действительно так. На улице шумного города стоит неприметный дом, прописано детство и горе там, обида на взрослых в нем. Живут здесь детишки детдомовцы с израненной душой, глядят из окна, как чужие отцы сведут своих кровь домой. Так любят, жалеют и балуют, как звоном детей тех смех, а эти живут, не жалуясь, укором немым для всех, и смотрят совсем не по-детски, печальный, потухший взгляд. За их разбитое детство ведь кто-то же виноват. Родня есть почти у каждого, и мама с папой есть. Так почему же приходится в детдоме спать и есть? На улице шумного города стоит неприметный дом, прописано детское горе там, несчастные дети в нем. Но ведь там же тоже, там же и игрушки, все кормят. Вы понимаете, это никак не заменит папы и мамы. Поэтому я считаю, что произведение, оно... То есть это ненормально. Да. Дети жили без родителей. Да. Это не есть. Есть суть. И вот эта суть подается в стихотворении, что именно хочет сказать поэт. А там уже как кто додумывает. И один прочитает, может, его вообще ничего не зацепит. Детдом и детдом, а второй подумает, а в самом деле, а почему в наше время детские дома переполнены? Поэзия – это завсёды гульня слов. А вельми важно, чтобы эта гульня слов была гульня сущностью. Еще одно питание. У меня, так сказать, такой вопрос. Какая тема или проблема вот у вас есть, которую вы используете для написания своих произведений? Вот это самое главное. С какой проблемой? Время все треба. Наиболее тревожит, произведение именно на эту тему или вот эту проблему. Какая бы лежит на поверхности. Да, действительно. Вы знаете, тем много, темы разные. Например, несколько лет назад у меня было любимое стихотворение «Такое-то, такое-то». Прошло время, человек изменился, переоценка ценностей произошла. Уже у меня второе стихотворение, более главное.
А темы подает сама жизнь. То есть нету таких главных и второстепенных тем. Они все по-своему главные. Просто как их решать и кто их может решать. Вот это, наверное, вопрос самый основной. Ну, что еще? Добавь. Ну, наверное, ну, во всяком случае, вот мы, то есть собравшиеся не из тех, которые там работают над одной темой, которые превалируют в нашем Да, творчестве. разные. Мы, так, ну, говоря, можно, что такие всеядны, да, что наш, трогает нашу душу, таким образом мы это и выбрасывается. А вот, может быть, одно сотворение, если еще время есть, да? Значит, вот меня на это зацепило то, что значит, белорусы, у нас даже сегодня специально повышаем на бензин каждый день. Ну, это прогрессирует. И сегодня же происходит, сами видите по новостям, какие демонстрации против тех же повышения цен. Вот. И я как-то подумал, что, наверное, мы, белорусы, такая Терпеливая нация. терпеливая, и потому что мы всю жизнь были каким-то там гнетом, вот. Поэтому у нас уже в крови, да, терпимость ко всему, что происходит с нами. На эту тему я даже на белорусском языке написал такое стихотворение «Боюсь и белорусов» называется. Цари, паны, да москали веками подбрыгнутся, тому не чули на земле про князя с Беларуси. Другие народ не вы огонь, застали гартованной, а ты, мой люди, як той конь, что древля из Ацубяна. И ты, мой сябра, як и все, не поведешь и гусом, и избьешь хвост в полубасе. Боюсь ты белоруса, разумный батька, звучит, брат, ты что же это за дело? Тебе не треба лень, шмат, а то ж ты как тика, как лень жить, не горевать, соваться на зарплаты, и все ты маешь, как додать еще и дух завзятый. Родина ее, ты хоть позычь им эту патриота, глядишь, что злочинцы прозвокнуть из-за плота, а зробишь кровь, сделаешь крышу, наследник твой, братуси, что, крепко есть, ёсть, чему ж молчишь, боюсь ты белорус. На некий фатализм, есть детские, есть, оказывается, несколько с политическим таким оттенком. Поэтому темы таковой единой, на которой работают. Ну, даже соперница стихотворение, завистница. Да, даже такая. Дякую. Ну, і Дмитро Миколаївич, я думаю, що ви пишете і балади, і лейки, і вірші, і імітивні, особисто право вірші. Зайдіть, будь ласка, з нами. Ну, конечно, тело моего творчества определяется не мной, а определяется моим лирическим героем, человеком, который, по моему достоин того, чтобы все поэты бросились денежкой и поставили памятник лирическому герою, вот этому собирательному образу, который во многих случаях нас выручает, принимает на себя огонь стрелок доброжелателей и так далее. Вот. Ну, как правило, у меня, правильно сказала ваш преподаватель, Марина Дмитриевна, что все связано с чувственностью, с интимностью, тема любви, как правило, может быть с налетом такого трагизма. Я встану, потому что не умею действительно читать свои. Стихотворение называется «Из Вавилона». Утренним рейсом я вылетаю из Вавилона. Слуги мои меня ждут и готовятся к встрече. Пасмурным утром, не заметая следов, исчезаю. Лечу первым классом, салон для курящих на крыльях дракона. Твой далек и бесцелен, прощай, междуречье. Бури песчаные следом за мной не поспевают. Тропы избиты копытами единорогов, стены ущелий исписаны строками гимнов.
я сохраню в своей памяти пыльные дали и дворцы королей, холод их твердых порогов. Имена здешних женщин трудно произносимы, красота их поистине сказочна, нравы фривольны, длинноногие прапрабабушки Нефертити, бурная вспышка страсти, как средневековый символ, им отъезд мой ничуть не сделает больно, но придаст новизны ритуальному ходу событий. В моей памяти до сих пор сияет оазис без женских лиц. Высочайшие идеалы мира перед ними падают ниц. На священной земле Вавилона правят духи степного ветра. Наши страсти им незнакомы, их поклотит бурное лето. Одноактная пьеса о древней любви подошла к концу. Хоть и ветрены местные духи, уныние им к лицу. Возвращаюсь из ниоткуда, не помня в который раз. Подо мной пыхтит крылатая рептилия, как пегас. Прощайте, загорелые фрейлины Семирамиды, в затхлых пантеонах тонущие Атлантиды, мне будет вас не хватать. Средневековью не свойственно пуританство. Это говорю я, чей фантом, покорив пространство, обратил ход времени вспять. Оглушенный бездной эпох и тысячелетий, из разноязыкого хора восклицаний и междометий, мечтаю вырвать один лишь возглас, как будто чей-то знакомый голос вдруг так по-доброму тихо спросит: а это ты? Ну где тебя носит? Ну вот разработанный мной стандарт лирического героя, так называемый лирический супергерой. И еще одно стихотворение фактически тоже из этого разряда. А ты оделась в черное навалу, вдовства знамения скорбного личиной, твой нежный облик взоры призывал, осталось траур лишь снабдить причиной. Ведь я живой и вдалеке от вас, в плену страстей, все сущее поправших, не тороплюсь приблизить скорбный час, во мгле времен не видя звезд уставших. Я жив, дышу и постигаю мудрость, стремлением одержим к своей мечте. Все мрак и тлен, и в страсти окунулась, погрязла святость в вечной суете. Вот мой удел, все штурмы и осады, то варвар злой, то полчища орды, но ни враги, ни раны, ни преграды мне не страшны, шаги мои тверды. Пролег мой путь сквозь Карфаген, Тавриду, и знойный Рим, и Константиновград. Я присягал и Спарте, и Мадриду, мне покорились Фивы и Багдад. Я молод, вездесущ, почти всесилен, мой дух и плоть, бессмертие кристалл, тону в любви, поток ее обилен. А ты оделась в черное, а ты оделась в черное. Когда звучат аплодисменты для поэта, это бальзам на душу. Это вот к вопросу о том, что главное. Это главное быть услышанным, безусловно. Услышанным и понятым. Ну и два питания, потому что у нас начинается чат. Как сейчас создается образ Как создается образ? Наверное, для начала идет нахождение какого-то жизненного опыта, вашего личного, человеческого жизненного опыта, какие-то впечатления, какие-то переживания. И каждый образ – это ассоциация на прожитое вами, на пройденное. Вот. Каждый образ – это ваши личные переживания, которые обретают какие-то черты. То, о чем вы думаете, то,
душа, то, на чем базируются ваши мечтания, ваши чаяния. Вот это все не... Вот в чем магия поэзии? Вот это все, найдя в жизни, в мире реальном, это все вы можете найти для себя, получить, сохранить и более того, материализовать благодаря вот жизни творчества. Сейчас мои представители примеры, у нас уже на времени хочется, я прошу отделять вот это, я себе особисто не буду разговаривать с коллегами, с весенниками, ну, Олег. Вельми сподіваюся на те, що це початок наших зустрічей, сьогоднішнє наше спілкування і зустрічі з письменниками, неважно, на якій просторі у стінах нашої Купаловської громади, ці на городських працювах і інших будуть завжди і пльотними. Ну і на розвитанні літератна фраза от Кожного, шановні колеги, творці, письменники, ваші пожидання, ці пожидання нашим філологам, першокурсникам, і теж філологам, які прийшли сюди, у этой стіни Купаловської громади, шукати, опробовувати свій дар і дарити його іншим. Я, как ваш коллега, тоже человек, который получил профессию филолога, я хочу пожелать вам, любите слово, любите то дело, которому вы себя посвятили. Ведь филология – это наука не только о слове, это наука, одна из главнейших наук гуманитарного ряда, да, гуманитарного цикла. И филология поможет вам тоже усовершенствоваться, стать лучше, содержательнее, гармоничнее. Поэтому я желаю сейчас вот на таком ответственном этапе, в начале вашей карьеры студенческой, я желаю вам всего самого доброго, здоровья, успехов в учебе, чтобы вы не разочаровывали ваших педагогов, этих поцелованных Богом идей, проводников великой ценности, проводников знания в вашу жизнь. И поэтому оставайтесь, конечно, собой, сохраняйте свое лицо, свою неповторимую индивидуальность, будьте творческими, интересуйтесь искусством, приходите к нам. Я предлагаю, Лина Ильмуновна, у нас офис, конечно, не такой просторный, как эта аудитория, но те студенты, которые показывают наиболее успешные результаты, да, для них мы можем сделать такую вот встречу, провести встречу в офисе Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси. Вы придете, посмотрите, чем живет Гродненщина литературная, посетите наш штаб литературной жизни и сфотографируйтесь на нашем винтажном балкончике с просто таким захватывающим дух видом на исторический центр нашего города. Ну, мы вас приглашаем, кому интересно, на заседание созданного нашей писательской организацией общественного дискуссионного клуба «Словогром», который заседает в областной научной библиотеке раз в месяц. Каждое заседание тематическое. Завтра в 17:00 тема дискуссии «Отечественный супергерой». Наш ответ, наш белорусский ответ Илье Муромцу, Ивану Царевичу, Зоро и Рубенбургу. Вы знаете, я честно признаюсь вам, я вам завидую. Почему? Я в свое время очень хотела поступить в филологию, но у меня папа был филолог, мама учительница, и тетка, и они все как замахали руками, хватит нам учителей, куда угодно, хоть в кулинарную технику, только не на филологию. Меня отговорили. Поэтому возьмите все, что вам дадут здесь. Пусть эти годы не будут потрачены. Станьте хорошими преподавателями и еще философами, чтобы вы нашли ключик к сердцам своих учеников не только как преподаватель русского или белорусского языка, но еще по-человечески, чтобы
ребенок мог сказать, это вот пошла моя любимая учительница. Вот я вам желаю. Я призыв такой всем вам. Значит, не погуби. Не погуби в себе творческого человека, не погуби в ближнем своем огонек любви. Не погуби или не навреди, как говорят врачи. Не погуби в себе. Тем более, когда вы находитесь в самом начале своего времени. І на запитання адміністрації культури, шановної колеги, найбільше дуже позитиву жити, як навіть як жити. І вчити вміти свого удачного характера. Неважно, якого, скільки, свого. Дякую вам, Галина Івановна, за запрошення, за чудову